Сегодня мы в гостях у человека, который 20 лет служит Алдану, его жителям и руководит администрацией поселения. Как известно, должность главы муниципального поселения выборная, и алданцы 4 раза отдавали свои голоса в пользу Александра Бугая. Здравствуйте, Александр Лукич. Здравствуйте, Руслан Олегович. Александр Лукич, 20 лет на посту – серьезный срок. Тяжела ноша градоначальника? Ну, во-первых, 20-й год идет. 20 лет еще почти нет. 20, да, 19. Ну, градоначальник – это тот же рабочий. Это работа, это действие, это каждый день знать, что-то происходит на территории веренного поселения. Самое главное – ответственность. И тогда все получится. По 20 лет я уже, однако, надоел своим жителям. Но, тем не менее, я знаю, что Алдан всегда придет, алданцы всегда придут, помогут. Всегда вместе решим все проблемы. Поэтому первые 3 года было тяжело, конечно. Ну, а сейчас, когда знаешь, где какие проблемы, когда знаешь, что руководители вместе с тобой, жители вовремя предотвратят какие-то происшествия, работается легко, но ответственно. Ну, я знаю, говоря об ответственности, вы прям с утра, чуть ли не в 6 часов, особенно зимой, начинаете объезжать город, котельные, особенно проблематичные. То есть уже с утра вы в курсе и до поздней ночи, если вдруг, не дай бог, какие-то чрезвычайные ситуации. Но такой режим. Но режим работы такой, что утром есть помощники, это ЕДДС, и диспетчерские службы, предприятия, организации, притом ЕДДС в случае каких-то происшествий или немедленно докладывает, сообщает. На сегодняшний день есть информаторы, которые, ну, по правде говорю, в отдаленных направлениях от каждого ресурсоснабжающего объекта докладывают, какой температурный режим. Да, ну, в этом году и как бы в том году маленько сдержан в связи с тем, что ограничен передвижение, но в целом скажу, что знаю все. Знаю все, где что, как делать. И когда мне руководители стараются скрыть там, ну, возникшие проблемы, люди говорят другое, сразу отправляемся туда. Есть, конечно, вопрос в том, что оперативно все это устранить. Например, утечку в квартире, приезжаем, а там по этому адресу никто не открывает двери, вот такие все полностью. Люди напрямую звонят и ночью, и днем о проблемах. Ну, решаем, поднимаем. Есть аварийные службы, которые поднимаются. А между прочим, это интересно, спать некогда. Когда люди среди ночи, там, я уже говорил, там горячей воды не тот кран открыли, но сообщают, и это как бы обязывает, чтобы не допустить эту большую проблему, лучше искоренить ее в зачатии. Александр Ильич, 24/7, постоянный контроль, масса нервов, куча приобретенных болячек. Никакой личной жизни. Не возникало желания бросить все? Ну и в конце концов есть же замы. Не, у меня сегодня команда. Я на команду 100% даю доверие, доверяю своей команде, да. Они тоже вместе со мной работают по 24/7. У меня хороший первый зам, у меня хорошие сегодня специалисты и по жилью, и по нормативным документам. По земле работаем, очень много делаем. Я давал клятву, людям давал клятву. Доработаю вот последний срок, поблагодарю людей, преклонюсь, извинюсь. Ну и будет закон о публичной власти или будут очередные выборы, но я должен уже складывать в себя полномочия. Ну, время покажет. Да. Несмотря на все проблемы и неурядицы, Бугай все-таки это фигура, да, которую хорошо знают в республике, да, и не секрет за ее пределами. Репутация помогает в решении вопросов и в работе? Не, ну я не беру себе славу, что я 20 лет отработал. Это режим работы. Да, сегодня, честно сказать, я многих уже пережил и пересидел, да, но в целом сегодня правительство ставит министров, специалистов, сами
помогают. Работать легче стало. До 2018 года, если честно говоря, мы топтались. Да? Мы входили в программы, искали деньги, отрабатывали все направления. Но с 2018 года, то бишь мы федеральные программы стали работать и реализовывать их на территории. Все говорят, что программа переселения – это федеральные деньги. Да, это деньги федеральные. Но чтобы войти в эту программу, ну, не один пуд соли надо съесть вместе с нашими специалистами, с Ну, населением. это и отведение земли, Да, да. и нормативная И с документация. республикой отработать, и после этого только добиться финансирования на ту же программу, как благоустройство, переселение, дорожный фонд и все. Это целый пакет документов, это целая цепь, снизу доверху. И потом, когда есть финансы, они отрабатывают на низ. Еще и сроки. Да, да. Было бы лето у нас, ну, хотя бы 5 месяцев, да, можно было много делать. Но мы ограничены в режиме, все. Ну и 44-й ФЗ, мы от него никуда не денемся. А сегодня, ну, с приходом, я не скрываю это говорю, Арсений Сергеевич, как пришел, Николаев, главой республики, начала обратная связь. Правительство, министерство, наоборот, обратились на поселение, а мы должны уже отрабатывать и добиваться совместно результатов. Ну вот, кстати, в этом году Алдану 100 лет, да, вы уж точно вошли в историю, подготовив и проведя юбилей, ну, конечно же, с совместными усилиями. Правительство хвалит вашу работу, алданцы в большей части довольны, да, той инфраструктурой города, тем комфортом, который имеется. Ну, и город продолжает обустраиваться. Что ждет Алдан дальше? И в свете даже того подписанного указа главой республики о развитии до 30-го года. У нас есть надежда, у нас есть жизнь вперед. До 30-го года глава республики подписал указ развития Алдана. Но это целый блок. Во-первых, это новые рабочие места, это экономика, это на сегодняшний день социальные объекты на территории города, объекты благоустройства, дороги, парк золотой на сегодняшний день. В этом направлении будем работать. Программа переселения. Там четко написано до 30-го года ликвидировать на территории района весь аварийный жилфонд. Это большая поддержка и это бумага действий. Наше желание работать. Вот, понимаете, наше желание работать. А будем критиковать друг друга, находить какие-то изъяны, противодействия, противостояния, она к добру не приходит. Только единая задача – работать на благо людей. Всем уровней. Вот тогда будет результат. И он и есть сегодня результат. Я встречался с людьми, которые не были 5 лет, 7 лет в городе Алдане. Но на сегодняшний день они говорят, что Алдан хорошеет. Это заслуга всех жителей. То бишь любой проект сегодня будет реализовываться тогда, когда есть желание людей. То бишь голосовать за этот объект, контролировать, вместе участвовать, строить. И тогда появятся в городе прекрасные объекты. Но самое проблемное, что у нас сегодня как бы люди говорят, это дороги. Но будем работать над тем, чтобы дорожный фонд увеличил финансирование, газификация впереди, большой объем работы, и надеюсь, что вместе мы это все сделаем. Вы сами не раз подчеркивали кадровый голод во всех сферах жизнедеятельности. А сами себе смену подготовили? Ну, знаете, желающих, однако, будет много, да. Еще впереди почти 2 года работы, да. Но разговаривал, конечно, приглашал, не скрывая, говорил. Нет, неважно, будут выборы или назначения. Да. Разговаривал с людьми. Есть человек, которому Бугай скажет, вот это мой человек, Нет. я его... Надо сегодня как бы... Любой человек должен прийти, вникнуть, разобраться, посмотреть, чему эта работа. Да, вызывал 11 человек, беседовал, и неплохие люди, известные в городе. В общем, но когда зная, что 24/7, да, как-то нехорошо, зная, что в отпуск можешь уйти только 10 дней, не выезжая, на 10 дней выехать за пределы, тоже как-то нехорошо. Но из 10 человек
грубо так скажу, 11 отправили куда-то далеко, то есть 9 отправили далеко, один вроде бы согласился. Да? Но согласиться это одно, я его пригласил для того, чтобы совместно сегодня изучил проблемы города, как они решаются, дальнейшие программы. Ну, то есть этот вопрос вы Ну, разрабатываете? все равно, да, надо готовить замену, все полностью. Но, честно говоря, глубоко вот так, что с главой района, с руководителями предприятий, да, это же тоже надо. Социальное партнерство, прежде всего, должно присутствовать на данной территории. Переговоры еще не вел. Но я еще конкретно говорю, что я давал клятву отработать. Даже сегодня, ну, как бы, новый какой-то импульс появился, вот, столетие. Хотя, Руслан Олегович, если честно говоря, выборы 2020 года я ставил 3 задачи. Да? Город трудовой доблести, да? Парк Золотой, да, и третья задача, которая сегодня, ну, как бы, она мелькала во всех направлениях в последнее время, это площадь Ленина со стелой трудовой доблести. Но практически... Все сделано, да. Не, ну еще парк есть штырьки, доделки. Но пока, чтобы завтра я сказал, что я уйду, был такой порыв, но коллектив сказал: Александр Лукич, мы команда. И поэтому я знаю, что трудно работать без команды, без поддержки. Пока буду работать. И я еще о чем скажу. На сегодняшний день, да, антирейтинг растет, все полностью. Но никто же, те, кто кричат, они сегодня новое никто не предлагает. Поэтому на сегодняшний день, вот последние выборы показали, что Арсений Сергеевич избран всенародно, депутаты от всех фракций избраны всенародно. Александр Викторович Шестопалов, я в его команде. И самое главное сегодня, чтобы все это вместе отработало для людей на территории. Алдану сегодня, если честно говоря, 100 лет дал движение вперед еще на 2-е столетие, понимаете? Вот, а я думаю, что Бугай будет работать или новый, кто придет, ему будет новому легко работать, потому что я свою команду передам тому человеку, который будет работать здесь в дальнейшем. Будет закон о публичной власти, это значит, это одна структура. Без публичной власти это другая структура. Александр Лукич, как сами считаете, какое самое значимое деяние в вашей жизни? Чем вот вы гордитесь? Что вот это сделал я? На сегодняшний день я не могу, что я лично за свои деньги что-то построил. Я сегодня скажу, что команда жителей города – это одна семья. Вот одна семья. Вот раньше, что было, ну, безразличие. Сегодня народу не безразлично. А это самое главное. Ну и второе, все-таки мы все вместе, и Министерство ЖКХ, и коммунальщики здесь, да, ушли от того, что на сегодняшний день Алдан не замерзает. Вот, да, вот да, это самое главное. Главное для меня, что сегодня, вот когда у человека есть тепло в квартире, это совершенно другие разговоры, совершенно другие отношения. Да, горячую воду, ну, мы вошли в программу «Чистая вода», и будет горячая вода, но это время, этапы, и все вперед. Вы счастливый человек? Да, считаю, да. Раз живу, значит, счастье есть. Но я его сам себе для себя создаю каждый день. Каждый день. Если планы, которые я наметил на день, я их выполнил, значит, это счастье. Это счастье для меня, работа. У меня родители говорили, работа только человека будет двигать вперед. Да. Это был народный мэр, народный глава Александр Лукич Бугай. Спасибо, Александр. Спасибо.